Резолюция Мирного собрания граждан за реальную борьбу с коррупцией. 8 июня 2019 года, город Бишкек. Мы, граждане Кыргызской Республики, представляющие разные политические и общественные организации, провели 8 июня 2019 года мирное собрание и приняли следующую резолюцию. Мы, граждане Кыргызской Республики, отмечаем, что Сооронбай Жээнбеков использует лозунг борьбы с коррупцией для прикрытия откровенных политических преследований и сведения счетов с людьми, неугодными его режиму. Сооронбай Жээнбеков несет персональную ответственность за сложившуюся ситуацию, которая ведет к деградации правовой системы в стране, депрофессионализации и криминализации всей вертикали силовых структур. Сооронбай Жээнбеков, по сути, поощряет непродуманные действия силовых структур, которые ведут к параличу системы принятия государственных решений и в целом государственного управления. Власть боится открытых судов, правоохранительные органы кошмарят бизнес, фабрикуют обвинения на противников политического режима, обманывают гражданское общество. Даже такое прогрессивное новшество, как сделка со следствием, используется сегодня примитивно для выбивания показаний против неугодных людей. Экспертизы в рамках уголовных дел назначаются и проводятся с грубейшими нарушениями законодательства. И как следствие, так называемые доказательства вины разваливаются в судах. И это видят все участники открытых процессов. Суды проходят фактически в закрытом режиме. Вместо проведения обещанных реформ и реализации программ развития под демагогическими лозунгами борьбы с коррупцией идет примитивное сосредоточение власти в руках определенной группы людей, определенных семей и кланов. Особое возмущение вызывает последние сведения о клане Матраимовых. Игнорирование общественного возмущения и отсутствие сотрудничества с гражданским обществом очень скоро может привести страну к кризису. Но самое главное, подобные действия властей вносят нервозность в общественную жизнь, нарушают стабильность, наносят существенный вред единству народа Кыргызстана, провоцируют рост недовольства среди населения. Нас не могут не беспокоить существенное торможение процессов развития страны, резкий спад инвестиционной активности, пессимистические настроения среди бизнесменов, постоянные конфликты на границе в Баткенской области, последние события в селе Урок. Мы, граждане Кыргызской Республики, требуем, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков прекратил позорную практику имитации борьбы с коррупцией и принял исчерпывающие меры по возвращению правоохранительных органов в правовое поле, по прекращению практики давления со стороны лиц из окружения президента на суды и правоохранительные органы, по дескриминализации сектора безопасности, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков прекратил политическое преследование неугодных его режиму политиков и общественных деятелей. Политические заключенные должны быть освобождены. Чтобы государственные органы страны уважали Конституцию Кыргызской Республики и прекратили порочную практику ограничения конституционных прав граждан на мирные собрания граждан по всей территории Кыргызской Республики. Чтобы президент Сооронбай Жээнбеков и другие государственные органы перестали вносить раскол в народ Кыргызстана, а сосредоточили свои силы на прямых конституционных обязанностях, занялись, наконец, вопросами укрепления единства народа, социально-экономического развития Кыргызской Республики, привлечения реальных инвестиций, повышения благосостояния наших граждан. Чтобы ГКНБ и МВД перестали заниматься политическим сыском, назрела необходимость вывести антикоррупционную службу из структуры ГКНБ. Усилия спецслужб должны быть сосредоточены на их прямых функциях – контрразведке, борьбе с терроризмом и экстремизмом. А органам внутренних дел следует заняться своими прямыми обязанностями в сфере охраны общественного порядка. Мы, граждане Кыргызской Республики, предупреждаем, если в ближайшие месяцы президент страны и его окружение не перестанут вести опасные политические игры с судьбой народа Кыргызстана и судьбой кыргызской государственности, мы будем вынуждены поставить вопрос о досрочной отставке Сооронбая Жээнбекова и проведении досрочных президентских выборов.